Ну, Якутия, Владимирович, развивается неплохо, я бы даже сказал, в нынешних условиях хорошо. Главную задачу мы сейчас видим, как значит, чтобы Якутия была, как всегда в истории, была крепким экономическим тылом нашего государства в непростое время. И считаю, что те показатели, которые у нас есть за последние, особенно всего последний год, они показывают, что несмотря ни на что мы идем вперед. Вы знаете, что я, конечно, знаком со всеми этими положительными тенденциями, и есть и в промышленности, и даже в сельском хозяйстве, в стройке. Но что особенно радует, да, это то, что у вас растет выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели, естественно, прироста населения и роста численности постоянного населения. Вот это, конечно, такой совокупный показатель того, что делается в республике. Как вам это удается? Большое спасибо. Я считаю, что это вот результат той политики, которую вы проводите по поддержке Дальнего Востока. Мы сегодня реально 7-е место по стране занимаем по рождаемости, первое на Дальнем Востоке. И самое главное, что у нас люди перестали уезжать. Вот когда я возглавил республику в мае 2018 года, у нас тогда жило порядка 960 тысяч человек. Сегодня нас уже 996 тысяч по началу этого года, и мы очень ожидаем, что в этом году, наверное, мы все-таки миллионного жителя достигнем. Это хороший показатель, поэтому всегда у нас была такая, знаете, естественная хорошая динамика по рождаемости. Вместе с тем у нас люди все-таки больше уезжали. Мы росли, но росли не так сильно. По 2-3 тысячи, а вот последние годы мы растем по 10 тысяч, по 12 тысяч. И вот, конечно, ковид нас немножко притормозил, но мы все равно растем. И, конечно, очень много мы делаем по поддержке семей. Вот в прошлом году у нас, Владимир Ильич, столетие Якутской АСР было, и мы объявили этот год, прошлогодний 22 год, годом матери, как знак уважения к матери, как поддержку именно материнства. И я своим решением всем детям, которые родились в Якутии в прошлом году, мы как по образу материнского капитала сделали капитал в 100 тысяч рублей. Населению это очень понравилось. Матери и отцы тоже просили, чтобы мы эту политику продолжили. И я вот в этом году принял решение еще на 5 лет продлить действие этого материнского капитала. Но каждому ребенку, который у нас в Якутии рождается, вот, например... Надо сохранить, конечно, все вот эти инструменты поддержки, чтобы обеспечить и дальнейший естественный прирост населения и увеличение численности постоянного населения. И тот и другой показатели, это интегрирован такой показатель всей вашей работы в сфере экономики, конечно, и социальной политики. Вот, и одна тоже такая хорошая новость. Впервые в истории средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране. У нас всегда на Дальнем Востоке, и в Якутии в частности, было все-таки ниже, из-за в том числе природно-климатических условий, из-за тяжелых условий жизни. А вот в этом году мы за 22 год у нас 72,9. Вот это, а по ковиду, например, я считаю, что мы отработали тоже очень достойно. Вот все медики, мы очень благодарны, и, конечно, поддержке и правительства страны. Мы по смертности от ковида мы занимаем 81 место в стране. Из 85 субъектов, которые тогда были. Да? Это тоже, считаю, очень хорошее достижение. Это показатель того, что мы все-таки, несмотря на все проблемы, социальную сферу всегда поддерживали. И благодаря вам в последние годы мы реально очень идем серьезно вперед. Нужно обратить внимание все-таки на рынок труда. Точно есть. У нас, к сожалению, по безработице за последние годы у нас, мы его сократили, было за 7%, а сейчас она чуть больше 6%. Но считаю, что здесь резервы есть. При этом, конечно же, мы будем большое внимание уделять программам переобучения и подготовки кадров. Потому что сегодня промышленность Якутии растет быстро, и есть очень большой спрос на рабочие специальности, на инженерные специальности. Я посмотрел, у вас очень хорошая инвестиционная программа. Многие компании готовы вкладывать и вкладывать уже. Это, думаю, будет менять ситуацию безработицы в лучшую сторону. Реально у нас создаются десятки тысяч рабочих мест. Вот когда я стал руководить, я буквально каждому из руководителей крупных компаний наших российских встречался, начиная от «Газпрома» до меня, золотопромышленников, и всех просил наших брать.
Вот. Они говорят, ну, у нас пока нет возможности, но вот сейчас мы начнем развиваться, а сейчас они уже сами обнимут угольщики, по крайней мере, все зоны. И говорят: Александр Сергеевич, где ваши люди? Мы хотим, у нас вот тут 2000 вакансий, там 1000 вакансий. И реально, конечно, мы смотрим, что и условия для людей компания всем довольно очень хорошие. И по заработной плате у нас по добыче полезных ископаемых заработная плата, конечно, высокая сегодня, уже под 160 тысяч. Вот. При этом, к сожалению, в сельском хозяйстве мы пока стоим там 50 тысяч. Вы про угольщиков хорошо разбираете? Владимир Ильич, мы чемпионы. Кто наиболее эффективно работает? Эльгуголь. Помню, в 2019 году я просил вас поддержать нас по смене собственника. У нас тогда дали поручение, правительство страны поддержало. Пришли новые собственники, компания Антропити, Арделя. И реально сегодня, вот мы в 2017 году добывали 16 миллионов тонн угля. Сейчас, по прошлому году, мы добыли 39 миллионов тонн. В первую очередь Эльгуголь за 20 миллионов, Ом и Якутия. Вот 3 компании. И все компании растут. Эльгуголь сегодня строит железную дорогу, собственную частную Тихоокеанскую, от месторождения через Хабаровский край. Будет строиться и уже строится глубоководный порт на 30 миллионов тонн. Дорога 530 километров. Строится полностью на частные средства. Это сделано для того, чтобы помочь вывести сегодня уголь востребован. На месторождении строится свыше 10 обогатительных фабрик, уже 2 построены. Аэродром строится. И вообще, Владимир Ильич, я считаю, что это самая крупная стройка промышленная в стране. Я бы хотел пригласить и от себя, от имени Якутян и от имени Эльгугля вас в следующем году, когда мы все более, уже такое все будет уже работающее, аэродром появится свой, который сможет большие самолеты принимать. Ту-204, например, сможет принимать. Чтобы вы приехали, и у нас каждый месяц там сейчас открыто. Считаете наиболее интересными и важными инвестиционные проекты? Безусловно, для нас очень важны ряд проектов. Я их вот здесь расписал аж на период до 30-го года. И самый крупный из них, вот, кроме Ельгинского комплекса, это тот проект, который мы начали в этом году уже по Амбрусе, по руднику Глубокий. Вы знаете, вот в 2017 году произошла трагедия, и рудник был потерян. Вот эти годы мы проектировали новый рудник. Он полностью спроектирован. Инвестиционные средства компания сейчас уже выделяет. Мы получили одобрение на это у правительства страны. Через наблюдательный совет решения все приняты. И мы в этом году начинаем этот крупнейший проект. В алмазной добыче очень длинный инвестиционный цикл, поэтому мы начинаем в этом году. Первая добыча промышленных масштабов пойдет уже за горизонтом 30-го года, 30-й, 31-й год. Но это даст возможность городу Мирному и Алгозе еще лет 50 существовать, потому что там, конечно, алмазы крайне высокого качества. Мы также сейчас с крупнейшими нашими компаниями, с Росатомом, золотопромышленниками, группой компании «Селектар», начинаем проект по Кючускому золоторудному месторождению. Это почти уже ближе к побережью Северного Ледовитого океана. В чем интересен этот проект? Он впервые в стране у нас сделан как комплексно. Здесь и Министерство природных ресурсов нам помогло. Когда разыгрывался конкурс, они специальные условия сделали, что он должен запитываться от атомной станции малой мощности. И там будет построена атомная станция малой мощности на 110 мегаватт два реактора. Сейчас, опять же, все решения уже приняты, и Росатом уже начинает в этом году строительство поскольку строительство. Мы надеемся, в 2028 году построить. И это даст возможность освоить не только это золоторудное месторождение крупнейшее, там почти 200 тонн золота, но и ряд месторождений редкоземельных металлов, месторождений олова, ну и, конечно же, даст огромный импульс развитию арктической территории. Там вплоть до, сейчас рассматривается вопрос про строительство глубоководного порта. Это недалеко от Тикси. Если вот так. Этот регион требует, конечно, развития. Огромная территория, Владимир Ильич. И, конечно, мы сейчас, правительство нас здесь поддерживает. Мы хотим, например, что сделать? За ближайшие 3 года полностью провести волоконно-оптическую линию связи во все арктические районы. Глобальный проект стоит где-то порядка 10 миллиардов рублей, но мы с Минцифры поделили расходы. Сейчас будем привлекать, в том числе и через ГОНРФ, и хотим в течение 3 лет покрыть, выйти на берег Ледовитого океана, а потом уже соединиться с тем океанским кабелем волоконно-оптической линии связи, которая идет
до Северного Морского. Конечно, это с точки зрения безопасности на порядок повысит всю связность нашей территории. Пожароопасный период. Как к этому относитесь? Владимир Ильич, во-первых, огромное вам спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказали в 2021 году. Вот, если бы не ваша личная поддержка, вот ваши звонки, наверное, как мы бы это выдержали. Вот. Но мы сделали очень важные уроки, провели работу над ошибками. Благодаря вашему поручению федеральный бюджет почти в 6 раз увеличил финансирование по своему направлению. Мы более чем в 3 раза увеличили. И вот как получается, 2021 год у нас сгорело свыше 7 миллионов гектаров леса. Было 1600 пожаров. Прошлый год, 2022 год, у нас 500 пожаров, то есть где-то в 3 раза, а площадь пройденными огнем, исторический минимум за все время наблюдений, порядка 500 тысяч гектаров. То есть 14 раз ниже. Это вот как раз результат того, что выделенные по решению правительства страны деньги и наши деньги мы все вложили в увеличение штатной численности. Помните, я все время говорил, что мы очень сильно отстаем от советских еще нормативов. Мы немножко к ним уже начали приближаться. Техника была закуплена, увеличилось число авиамаршрутов, авиамониторинга. В прошлом году мы впервые провели вот этот эксперимент, привлекли авиацию для того, чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. И я считаю, что вот в мае-июне это нам очень помогло. Этот год у нас тоже будет непростой. Мы для исполнения вот всех решений по снижению горимости лесов в этом году увеличили по согласованию с Рослесхозом на 20 миллионов гектаров зону обслуживания. Было в 2021 40, в прошлом году стало 50. В этом году стало 70. Мы дополнительные силы тоже развернули. И были кадры со встречи Владимира Путина с главой Якутии Айсеном Николаевым. Киевский журналист, литератор и активный